В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в заключительном матче Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3-0. Авторами заброшенных шайб стали Ян Коварш, Лукаш Седлак и Андрей Нестрашил. По итогам турнира сборная России заняла третье место, записав в свой актив 2 очка в 3 встречах. Победу праздновала команда Чехии, на счету которой 8 баллов. На второй позиции соревнования завершили финские хоккеисты. У них 7 очков. Последнее 4-е место с 1 баллом заняла сборная Швеции. Следующий этап Евротура Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 15 декабря. Олимпийская сборная России по хоккею, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, по буллитам со счетом 4-3 победила команду Швейцарии в третьем матче Кубка Германии. В составе россиян шайбы забросили Владимир Брюквин, Данил Ильин и Иван Игумнов. У швейцарцев отличились Симон де Культур, Тайлер Мой и Алессио Бертаджи. Решающий буллит реализовал Владислав Кадола. Победителями турнира стали представители сборной Швейцарии, набравшие 6 очков в 3 матчах. Второе место заняла сборная Германии. У нее 5 баллов. Третьими стали россияне, набравшие 4 очка. Замкнула таблицу команда Словакии, в активе которой 3 балла. Ливерпуль одержал победу над Манчестер Сити со счетом 3-1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане. Единственный гол горожан забил Бернардо Силва. В турнирной таблице чемпионата мерсисайдцы занимают первое место, набрав 34 очка. В активе команды 11 побед и 1 ничья. Отрыв от ближайших преследователей в лице Лестера и Челси составляет 8 очков. Клуб из Манчестера с 25 баллами идет на 4-й позиции. В следующем туре Ливерпуль в гостях сыграет с Кристал Пэлас, а Манчестер Сити примет Челси. Оба матча пройдут 23 ноября. Московский «Локомотив» сыграл в ничью с Краснодаром в домашнем матче 16-го тура российской премьер-лиги. Игра прошла на РЖД-арене и завершилась со счетом 1-1. В составе хозяев поля результативным ударом отметился Гжегош Крыховьяк. У краснодарцев гол забил Маркус Берг. Железнодорожники продлили безвыигрышную серию в лиге до 3 матчей. В турнирной таблице чемпионата они идут на 2-й позиции, набрав 31 очко. Лидирует Санкт-Петербургский «Зенит», в активе которого 36 пунктов. Краснодар с 30 очками занимает 5-е место. В следующем туре «Лока» в гостях сыграет с Тамбовом, а Краснодар также на выезде встретится с Тульским «Арсеналом». В другом матче 16-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА одержал гостевую победу со счетом 3-2 над Сочи. В составе армейцев забитыми мячами отметились Иван Обляков и Федор Чалов. Также мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Миха Мевля. У проигравших отличились Андрей Мостовой и Дмитрий Полос. Благодаря этой победе ЦСКА прервал 4-матчевую безвыигрышную серию в лиге. В турнирной таблице московский клуб располагается на 4-м месте, имея в активе 30 очков. Сочи с 13 баллами идет на последней 16-й позиции. В следующем матче армейцы на своем поле сыграют с самарскими крыльями Советов, а Сочи в гостях встретится с Уфой. Баскетболисты московского ЦСКА победили краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 81-72 в домашнем матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс. На его счету 22 очка. У «Локомотива» самым точным был защитник Уилл Каммингс, набравший 19 баллов. В турнирной таблице армейцы идут на 3-м месте, одержав 5 побед в 7 матчах. «Локомотив Кубань» идет 6-м, одержав 3 победы при 2 поражениях. В следующем матче ЦСКА примет Нижний Новгород, а «Локомотив Кубань» дома сыграет с таллинским «Калевом». Якутские боксеры одержали 5 побед на чемпионате России в Самаре. Во второй соревновательный день турнира на ринг вышли 6 представителей якутской школы бокса. Из них победы праздновали Петр Васильев, Михаил Прокопьев, Борис Сидоров, Николай Григорьев и капитан сборной республики Василий Егоров. Соперником двукратного чемпиона Европы был Мерген Херел Болат Ол из Новосибирска. Егоров выиграл со счетом 5-0. Не повезло в этот день Яну Максимову. Он уступил Дамиру Сагатуллину из Челябинска. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе спортивных новостей на Якутия 24.